Сегодня в Бум-шоу мы приготовили для вас не только хорошее настроение, но и кое-что вкусненькое. А что именно, вы узнаете, досмотрев этот выпуск до конца. С вами, как всегда, Лера И Адилет. Смотрите в этом выпуске. Чем сейчас занимается Джаныш Майер? Я думаю, этот вопрос вообще не ко мне. Я буду все время ходить в тех местах, где такой Большое сегмент скопление мой, людей. да, мой сегмент людей. После как Ван раз Чопа дети. наверняка. О, Ван Чопа. Ага. Не Джаныш Майер, уже Ван Чопа. Да, Ван Чоп. Джаныш или Денис назвали, да? Да. А чем занимается? Он же этот, как его, юморист, короче. Да, Кто это? мой брат Джаныш Майер. Ну, что у нас здесь? Лаваш есть? Не забываем. Ага. У. Все, это йо. Все. По поводу МС Донча хотелось бы узнать. Ага, так. Лучше бы он не снимался. Ожидания у людей разные, и иногда мы делаем выводы, типа... Актер, блогер, а также мастер перевоплощений. Районовский братанчик Ван Чопа, Джаныш Майер, сегодня у нас в гостях. Известный актер Кыргызстана, режиссер популярных проектов, человек с неординарным мышлением и яркой внешностью. Когда смотришь на него, понимаешь, что этот человек полностью пропитан творчеством и вдохновением. Итак, встречайте, у нас в гостях блогер Тамада, режиссер, а также известный актер Джаныш Майер. Джаныш Майер у нас в гостях. Джаныш, добро пожаловать. Привет, Так. привет. Хотелось бы узнать, чем сейчас занимается Джаныш Майер? Но в данный момент он сидит вот так вот примерно. Ну как, мы пишем новые проекты. Когда выйдет на свет, вы узнаете об этом. Мы обязательно это как-то опубликуем где-нибудь здесь, будем освещать. Проект максимуму. развлекательного рода. Ну да, Мгм. да, развлекательно. Это будет скетч-шоу. Нет. Кстати, скетч-шоу, ГГ-шоу, которое запустилось совсем недавно. Что это вообще такое? От 1.1 студио? Да. Так, я думаю, этот вопрос вообще не ко мне. Мгм. Да, потому что я к 1.1 студии не отношусь. Но вы как Ладно. человек, который в этой среде крутится. То есть, Ага. Ну я могу рассказать. Да, примерно. то есть ваше мнение, сугубо профессиональное мнение. Ага. О первом выпуске ГГ-шоу, да? Да. Ого, это какая-то подстава, да? Да? Вы от них? Просто наш рынок выпускает вот такой вот проект, и Мгм. как-то очень интересно. И все КВНщики, все люди, которые занимаются юмором, все почему-то пишут проекты. Мгм. Либо ведущие на мероприятиях. Ну Вот да. Кто Джаныш Майер? Ну мы тоже пишем, мы Мгм. все это время писали. Есть те вещи, которые мы писали, но мы не снимались. В основном так и происходит, где-то 60-80%. Они А в запускаются. некоторых мы снимаемся сами, да. Нам Мгм. важно, кто это пишет и кто это все запускает, организовывает. А вот кто играет, это уже как зависит от режиссера, который это все увидит, Мгм. подберет персонаж по амплуа, ну как-то так. Мгм. Вот. А насчет ГГ-шоу, классный проект, мне он понравился, очень качественно снято, исполнено тоже качественно. Я бы хотел бы такой проект или в такой проект. Мгм. Вот, увы, в нем меня нет. Так, вы актер без диплома. Ну, смотрите, чтобы получить диплом, люди что делают? 5 лет учатся, да? Мгм. А я в 10 лет в КВН играл. Вот, я Это думаю, да, своего как рода бы, тоже школа. да, и, возможно, например, дипломы кто выдает? Там декан, он приходил на уроки, да? Приходил просто, да? Да. А там вот просто приходить на КВН нельзя, там надо все время что-то делать. И Готовиться, во всех, проходить да, редактуру. участвовали во всех лигах, здесь, в стране у нас. Выигрывали, да, занимали какие-то позиции важные там. В Алмате играли уже как сборная, выезжали, Астана, там, Сочи, поэтому, я думаю, это большой опыт. И именно поэтому бывшие КВНщики являются авторами многих проектов, которые у нас в стране происходят. Да. Понятно. Если не проект, то в каком фильме вы бы хотели сняться в ближайшем будущем? Если я такой свободный, короче, в общем, я такой Да, актер, да, да. я Востребованный жду, то есть, актер. Да. Чуть ли не голливудского уровня. Не, ну такого у нас, Ну почему бы и нет? Будет Да. же в будущем. ну да, Мгм. да, будет. Ну все, будем оптимистами. Ну, Итак, надо создавать нам самим, нужно быть таким же ребятам, которые хотят, вот вы тоже хотите этого, да, чтобы Мгм. у нас был Голливуд свой. конечно. Хотя бы кыргызское чудо, да, нужно возобновить. У нас
нас же как во времена СССР Мгм. кыргызские фильмы прям считались же. Да, Да, да. «Кыргызское чудо». Хотя бы это нужно возобновить. Мгм. Да, Голливуд я не знаю, потому что это масштабы. Это масштабы, это не качество, это не отношение людей к работе. Это просто масштабы огромные, и поэтому Голливуд есть Голливуд. Мгм. Но я думаю, «Кыргызское чудо» можно возобновить. Для этого нужно всего лишь развивать классиков наших. Итак, какой фильм? Где бы я выбираете? снялся? Да. Ага. Ну, я хотел отрицательную роль где-нибудь сыграть, знаете. Да. Я не люблю вот в главную роль играть, ну, типа такой хорошенький весь, потом он только куда-то идет, очень много съемок, знаете, просто идет куда-то, потом он просто звонит, а потом они встречаются. Вот не люблю такое. Я люблю, чтобы вот ты появляешься на площадке, и ты такой входишь в этот образ, проживаешь его в те минуты, да? и Как это Хит всё просто Леджера. снимаешь. Ну, Джокер, как он да? очень тяжело будет, да. Мгм. Но меня это все зажигает. А вы насколько почувствовали образ Ванчопы? Ванчопа? Ага. Ну, хорошо почувствовал его. Ну, так как мы сами являемся автором, мы его начали прям изначально думать, как он, с кем он жил. Он живет, допустим, с мамой только. Мгм. Вот. Об этом никто не знает, а мы знаем. Мы знаем, на каком этаже он живет. Мы знаем, какая у него кроватка. Хотя это нигде не снимается, это все. Мгм. Даже есть фильм, да, а сначала он, Ванчопа, персонаж был так в скетч-проекте, а потом он как переродился в фильме, и причем, перерождаясь в фильм, он никак не повлиял сюжет скетчей, то есть не обнулилась важность сюжета в скетчах, то есть мы оставили, да, то есть как будто это кусочки с фильма, знаете. Как вы Вот. считаете, в чем успех вообще Ванчопы? Потому что Ванчоп? этот фильм хайпанул так нормально. Ага. Ну, потому что все ребята видели такое, проживали такие моменты, знаете. Это дворы, когда не было телефонов, гаджетов, и все сидели во дворах. И социальные устои, это, знаете, зарождение социальных устоев. То есть вот эти все школьники только начинают понимать, кто они и кем относятся к кому-то. И в этот момент появлялись такие шустрые, уверенные ребята. И они были, Ванчопы были в разных районах. Ну, просто его назвали так. Возможно, некоторые говорят, что был такой там чувак, да, с какого-то там района. Некоторые доказывают это. Но, во всяком случае, в каждом районе был такой мальчик. Держащий. Да, держащий. Но он все равно мальчик, да, не парень даже, да. И они с каждого района, и это вот были 90-е, и вот 2000-е, это вот как раз такое время, когда еще не до 90-е, но еще и такие, что стараются еще быть, показывать свою брутальность. И у нас в гостях самый веселый человек, можно сказать, нашей страны, Джаныш Майер. Джаныш, скажите, пожалуйста, вы очень хорошо ведете Инстаграм свой. Да. Вам Публикуете нравится, да? разные посты, да? Ага. Не, я не считаю, что я хорошо веду свой инстаграм, честно. Потому что есть ребята, которые прям постоянно занимаются этим, снимают контент ежедневный, даже ежечасными, постоянно публикуют. У меня такого нету. Смотрите, просто бывают люди, которые вас узнают на улице прям Да, у вас по много Инстаграму? подписок, потому что... Просто по инстаграму? Да. Нет. Ко мне подписаны люди, которые меня знают уже. Меня знают и где-то видели, да. А на улицах бывают моменты, когда: «О, Джаныш, можно фотку, братан?» Ну да, из-за того, что видели где-то в фильмах, в проектах, да, фотографируются. Мгм. Часто это происходит. Ну да, если я буду все время ходить в тех местах, где такой как Большое раз сегмент скопление мой, людей. да, мой сегмент людей. После как раз Ванчопа дети. наверняка. О, Ванчопа. Ага. Не Джаныш Майер, уже Ванчопа. Да, Ванчопа. Мгм. Итак, мы подготовили один сюжет. Мы вышли с вашей фотографией на улицу, чтобы узнать у жителей мнение, кто это вообще такой. О, Знают они вас или не знают. Сейчас Да. мы это посмотрим. Давайте. Знаете его? Да, Кто это? это актер. Актер, как его зовут? Я не знаю, не помню. Давайте дам 3 варианта. Джаныш, Адилет или Марат? Марат. Тоже нет. А как думаете, чем он занимается? Ну, актер, наверное, какой-то. Да, знаю. Кто это? Ну, комик какой-то. А как его зовут? Не помню. Знаю, но по имени нет. А кто это вообще? Ну, я видела его в Вайнах, В Вайнах, в да? Инстаграме. Нет. Где-нибудь видели? Нет. Не видели, да? Как думаете, чем он занимается? Модель? Да, но забыла, как его зовут. Давайте дам 3 варианта, как его могут звать. Джаныш, Марат, Адилет. Адилет, наверное. Адилет, Да, кто это? этот шоумен, как сказать, он участвовал в Тома-шоу раньше. И вроде сейчас снимается в этом, у них телепередача как-то называлась, сейчас забыл.
Не помню, кажется. Да, но я не знаю, как его А зовут. кто он? Я не знаю. Не знаете, давайте дам 3 варианта, как его могут звать. Джаныш, Адилет или Марат. Джанеш, судя по тому, как он сидит. Да, он актер, но имени не знаю. Давайте дам 3 варианта, как его могут звать. Джаныш, Адилет. Джаныш. Да. Кто это? Джаныш или Денис назвали, да? Да. А чем занимается? Он же этот, как его, это, юморист, короче. Да. Кто это? Это мой близкий друг, мой брат Джанеш Майер. Еще Джаныша Майера узнают на улице с образом Кайдене, который он прям восхитительно исполняет. Иногда я верю. Ну, я не люблю этот образ. Почему? Не нравится мне этот образ. Мне просто пришлось играть, и все. Пришлось играть. Кстати, о игре. Сейчас мы с вами поиграем буквально через несколько секунд. Итак, правила игры. Если вы будете называть буквы А, О и У, в то время как вы будете готовить и рассказывать нам, что вы делаете, вы будете получать заряд шокером. Ого. Так, еще раз. А, О, У. Внутри любого слова? Да, Или... внутри любого слова. Вам нельзя использовать эти буквы. Получается, вы сейчас будете готовить и рассказывать, что вы делаете. Если там будет А, О, У, получите заряд током. Все хорошо, я буду разговаривать. На На китайском, да? Это была просто вибрация, проверка. Все. Это проверка. Ага. Так, поехали. Мы сегодня будем готовить... Что? Ну, что у нас здесь? Лаваш есть? Ага. Всё. Не забываем. А, Ага. О, У. Все, это ё. Мгм. Все. Будем готовить... Что? Какую еду? Шеверме. Значит, ага. Мы берем что? Берем вилке. Вилька. Вилке. Есть? Есть! Это очень смешно. Ты... Не стой. Итак, Как можно без «о» говорить? итак, смотрим. Так, все, настроились. Там белое, да, что-то такое? Это что? Майонез же это? Да. Представьте, что это передача. Представьте, что это передача Гордона Рамзи. Он готовит и рассказывает, да, в одно время. И вы тоже, вот как Гордон Рамзи, вы нам рассказываете, что вы делаете. Майонез. Говорить, кажется, не хочется. Майонез шеверме. Размазываем. А когда говорю, вы обратно не будете бить? Слегка. Это тоже буква, Ага. но только с эмоциями, с болью. Так, рассказывайте. Вы уже не хотите разговаривать, да, на нашем шоу? Я буду сейчас просто терпеть и готовить. Я ради клиента буду просто говорить любую букву, пусть болит. Мне руки шевелятся уже. Вам действительно больно или вы как Разлезли. актер притворяетесь? Больно. Заканчивали майонез. Вы как истинный итальянский шеф-повар. Смотрите, очень важен вкус, который, то есть при, мне же нужно рассказывать. Да-да-да. Нужно было хотя бы одну букву, почему все гласные? Давайте уберем букву О. Давайте уберем О. Давайте вот так, да? Уберем О, А А пусть и стоит. У. То есть О я могу говорить. Да, О вы можете говорить. Так вы говорите А. Чтобы был на вкус Огурец. хороший. Вы сказали на вкус. Ну на вкус я сказал. Так Ну, что там У. есть? А, чтобы был сочный ноткус. Опять! Ноткус. Что такое ноткос? Ноткус. Сначала ложим огурец. Ой. Огурец. У. Огурец. 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 Вам нужен помидор? Помидор. Дайте мне помидор. Чего еще нет?
Мясо, давайте. Самое главное, что Мгм. существует Мгм. в этом фастфуде, фастфуде, это мясо. Мгм. Мясо. Мясо. Мгм. Ложим мясо. Хорошо. Я ее боюсь. Итак, Мгм. как это делать? Я не буду ничего рассказывать. Рассказывать. Чоловок? Человек должен ощутить Мгм. хруст. Что это такое? Хруст. Хруст? Хруст. Ага. Хруст? Хруст. Хорошо. Мгм. Вкус, да? Мгм. Это После хруст Нет, это что? это фри. Мгм. Фри. Это фри. Это фри. Это уверенный ответ. Итак, Да. продолжаем. Это фри. После хруста. Хруста, хруста. Хорошо. После хруста. Мгм. После хруста человек должен ощутить вкус. Кес. Вкус. Кес. Вкус. Кес. Вкус. Вкус. Мгм. Мясо. Мясо. Вкус мясо. Именно. Это грузинская передача, как я понял. Да, вкус мясо. Мгм. Ага. Продолжаем. Доли. 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 Человек. Человек. Человек должен Должен ощутить ощутить снег. 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 В данном случае фри. Но и Помидор. мгм. Помидор. Томат. Томат. Точно, томат. 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 Томат дает сочность. 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 Чему? В семье Шаверме, в семье остальному шаверме. шаверме. В Семье семье шаверме. В семье шаверме. Томат дает. Мгм. Заворачиваем. Это Это было на украинском? Заворачиваем. Вот это вот заворачиваем. Заворачиваем Мгм. шаверме. Мгм. Вы прям очень хорошо это делаете. Вы знаете, да, походу? Как это делается? Да. 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 Именно, да? Именно. Итак, что мы делаем? После мы отправляем. 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 правильно. Отправляем. Ты что, не понимаешь, да, вот это вот? В тост. В тост, либо в рифленый котел, плиту. Плиту, да, Ладно, не говорите? будем Да, мучить. плиты, Итак, да. смотрите, теперь вы приготовили основное блюдо, теперь, Мгм. да, надо запить им коктейль. Тут какие буквы будут? Давай вернем О, так как это коктейль. Да, давайте. Тогда Давайте берем У. У, не, давайте А. Хорошо, давайте берем У А. нас есть... Давайте и просто У. покушаем. О и У, да? Да. Я О и У могу говорить или нельзя говорить? Нельзя. Вы можете говорить А. Теперь с кавказского телевидения переносимся в вот такое, да? Да. Ну, хорошо. Мгм. Хороша. Хороша. Это... Банан. Это... То. Не можешь говорить? Хорошо. Банан. Же могу. Да, вы можете. Банан. Мгм. И. Банан. Балмуздек. 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 Так, там было У. Ну да, уже было. Да. Так. Очередной раз Диана Шмайер доказывает, что у него с алфавитом что-то не то, не дружит, да? Итак, кладем куда? В Кладем блендер, да? Блендер, нормально. Блендер. Кладем мороженое в блендер. Мгм. Мороженое в блендер.
Банан. Сверху банан. Прям Ага. сочно скажите. Банан. Банан. Мгм. Банан. С тарелки. С тарелки. Банан с тарелки. Мгм. Он, кажется, упал, да? Кладем. Он упал, да? Поклали же, потому что. Итак. Мгм. Имеются сливки. Мгм. Имеются сливки. И мы наливаем Наливаем. сливки в блендер. Мгм. Все нормально. Уф. Да, все. Так, теперь. Далее. Кладем блендер на месте. На месте. На месте кладем его. Да. И Может, мы его включаем. закроем? Включаем, да. Закрыть. А где? Вот оно закрываю. Мгм. Закрываем. Потом после приготовления Закрывай. что делаем? Включаем. Ага, все. Включаем. Что у нас получится? У нас выйдет Что? Смесь. выйдет замечательная смесь милкшейк. Прекрасно. Милкшейк. Зря мы убрали букву А. Да. Итак, давайте я пока подготовлю. Это. И теперь мы Милкшейк мы наливаем наливаем. на стакан. Где-то в этом мире плачет учительница по русскому языку. Поверьте мне, до этого тоже плакали без всяких вот электрошокеров. Мгм. Поехали. Выглядит очень аппетитно, если честно. Что это? Милкшейк. Даме. Даме. Милкшейк Даме. даме. Милкшейк джентльмен. То есть мне. Спасибо. Ага. Спасибо. Ага. Спасибо. 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 Welcome. Welcome. Итак, все готово. Остается только попробовать. Будем за ваши будущие проекты. Да, чтобы они все были удачными. Благодарю. Благодарю. Всем привет, это телеканал ТНТ, меня зовут Адилет Каиров, и это рубрика Easy English. Рассказываю концепцию этой рубрики. Мы выходим на улицы, подходим к людям, чужим, абсолютно к чужим людям, и говорим задание. Это задание будет на английском, если они поймут, это задание буду выполнять я. Если они не смогут перевести и понять, задание, соответственно, будут выполнять они. Если вы готовы, поехали. Смотрите, задание. Слушаем внимательно. Do 10 goose steps. 10 это 10, да? 10 это 10, соответственно, это Ben 10, да? Ну, Это Ben 10. Так, я не знаю. одно слово, Ben 10 появилось. Честно, не знаю. Вообще ноль догадок. Можете говорить какое-нибудь слово, которое пришло на ум, это может вас спасти. Считаю до 3. Да, просто что пришло на голову первым делом. 10, давайте разберем слова. 10 это... Это 9, да? Я знаю. Он знает. Нету ответа. Нету? Так, вы готовы выполнять задание? Так как вы проиграли, вы оба будете это делать. Do 10 goose steps. Переводится как «сделай 10 гусиных шагов». 20. Тимирлан джентльмен. Поехали. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вау! Тимирлан, вы настоящий джентльмен. Не знаешь, проиграл, короче, одним словом. Тебе интересно знать перевод? Да. Смотри, do 20 goose steps переводится как «сделай 20 гусиных шагов». Понял.
Понял. Правила знаешь? Да. Будем делать. Ладно. Окей, поехали. 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Все, красава. Красава. Тебе понятно все? Да. Будешь учить английский язык теперь? Да. Все, красава. На протяжении долгих лет мы ждем вас. Адилет? Айдана. Айдана, ТНТ Кыргызстан, мы хотим с вами поиграть. ТНТ Кыргызстан, хорошо? Да. Поехали. Смотрите. Continue the song. Продолжи эту песню? Вы угадали первое слово. Вы угадали первое слово, да? Да. Вот это вот. Как это звучало? Continue the song. Продолжи песню. Продолжим песню. Это абсолютно верно. Дайте 5. Вы очень хорошо знаете английский. И теперь моя задача... Ну, давайте, скажите перевод. Чего? Продолжи песню, да? Продолжи песню. Давайте спойте песню, я это продолжу. Можно я не буду петь? Нет, просто тихонько. Давайте Гайтану. Ну, давайте. Как это звучит? Он мой волшебник. Ну, спойте. Он мой волшебник. Ну, продолжайте. Вы не знаете песню? Так, давай, еще раз. Он мой волшебник. Я его волшебница. Можно я пойду, пожалуйста? Нет, давайте спойте. Ладно. На этом Easy English заканчивает свое дело, но изучайте английские языки, изучайте иностранные языки. Если не будете изучать, мы придем и научим тебя. Адилет Каиров с вами, ТНТ Кыргызстан. До свидания. Человек, который восхитительно играет просто все образы. Сегодня Джаныш Майер у нас в гостях. Актер, а также блогер. Скоро еще и режиссер, как мы слышали. Джаныш, скажите, как вы относитесь к плохим комментариям или вообще к комментариям в социальных сетях? Ну, там всегда половина негатив же. Всегда У вас? Да. Ну, у всех. Что бы ни было, где бы ни было. Самый святой человек вот так выйдет, скажет здравствуйте, а там все равно половина скажет, он неправильно это сказал. А вы не удаляете плохие комментарии со своих социальных сетей? Нет, если прям маты, потому что есть же дети маленькие, я из-за них только удаляю. А кто вот прям часто матерится, я их блокирую просто. А так нормально отношусь. Нормально. Мы собрали несколько комментариев, хороших, а также плохих. Ну, не плохие, они нейтральные тут больше. Ну, мнение оставляют люди, Да. в общем. А ваша задача послушать и просто ответить смайликом. Но если вы хотите прям ответить, можете прям коротко. Окей. Так, Начнем. классно. Асанов.амантай пишет. Сиз нормальный актер-сус, молодец. Чего нет, просто лайка, да? Да, сам такой. Да, сам такой. Это нормально. Субанбекова Гульзар пишет. Очень талантливый мужчина, нравится все. Мужчина, понимаете? Да, если мужчина, да. Дженнифер Энерсон. Ну ты просто зверь, и это не в хорошем смысле. А это не та Дженнифер Энистон, голливудская актриса? Не думаю. Что она сказала вообще? Ну, ты просто зверь, но не в хорошем смысле. Ты просто зверь, но не в хорошем смысле. Я просто не понимаю, у нее какой хороший... Хороший зверь какой для нее. Да, она просто писала пока вот комментарий. это, да, оформляет. Хорошо. Маданов Даниэль. Ой-ой-ой, Ванчопа, братан, как у вас дела? Так. Ну, нелегко. Да, пока что нелегко. Назира пишет. Наглая ухмылка. Наглая ухмылка у Да. меня? Так, примерно такая, да? Так. Оставляют отзывы по поводу вашей внешности. Еще один очень странный комментарий. Одна девушка пишет. Сестра Керри, у меня есть копия тебя. Сестра Керри? Да, она пишет, что у нее есть копия вас. Ха-ха, ничего себе, прикольно. Она, по-моему, с афиши просто срезала ваш силуэт и поставила дома, в принципе. Это можно было бы сделать. На себя посмотри, ты на мою джездешку похож. Это Бум-шоу, и мы продолжаем. Джаныш, мы подготовили для вас блиц-опрос, на который вам нужно отвечать быстро и, главное, только правду. Блогер или актер? Актер. Джаныш Майер или МС Донча? Джаныш Майер. Загорать на Мальдивах или в лучах славы? Мальдивы. YouTube или Инстаграм? Инстаграм. Скоро порвет. Игра престолов или секс в большом городе? Игра престолов. Ванчопа или Тык Ченнел? Ванчопа. Тык Ченнел забросили, да? Он для детей вообще. Все. Сняться в кино или в рекламном ролике?
В кино. Шоколад или шашлык? Шашлык. Оазис или Карпинка? Сейчас реклама, что ли? Или мне деньги? А замок, третий этаж. Запикаем. Играть за Реал Мадрид или за Акшумкар? Акшумкар. Побриться на лысо или стать блондином? Лучше на лысо. Внедорожник или спортивная тачка? Спортивная тачка. Бренд или комфорт? Комфорт. Мини-юбка или глубокое декольте? Это вот ваше мнение по поводу девушек, не ваш лук. То есть у нее выбор по-любому, да? То есть всего другого нет, только декольте и Да, мини. у вас вот, Мини-юбка. что вы выбираете? Вот мини-юбку вот сюда одеть. Снаружи декольте. Так, держинка или держинка? Держинка. Съесть или получить леща? Съесть? Съесть Или леща или получить- получить леща? Да. Ну съесть лучше, наверное. Лакшери жизнь или жизнь на районе? Но если на Мальдивах, так лакшери жизни. На районских, да? Ой, на С мальдивских. районовскими пацанами. Да, вот так вот. Ну погоди или Карамет Коч? Ну, Сложный погоди, выбор, ну, сложный погоди, выбор. я Карамет Коч не смотрел. Я уже Да? большой же был, да. Карамет Коч это же отечественный мультик. Ну да, но я же был уже взрослый. А, Ну ну погоди, всё там хорошо. мы прям с детства. Бум-шоу или шоу-бизнес? Есть разница? Бум-шоу. Бум-шоу, все, правильный Отличный ответ. выбор. Единственный правильный ответ в конце был. Джаниш Майер, спасибо за хороший ответ. И вы сказали, что в принципе МС Донча. По поводу МС Донча хотелось бы узнать. Ага, так. Он снимался в вашем фильме Да. «Панчопа». Мгм. И многие говорят, что лучше бы он не снимался. Да, ошибаются, он классно сыграл фильм. Просто, видите, ожидания у людей разные, и иногда мы делаем выводы, типа, многие говорят, а это всего лишь, там, не знаю, 7 комментариев. И мы же не знаем, какие это люди, какое у них образование, и стремятся ли они к чему-то. И поэтому я вообще не делаю по их, поэтому. Может, То МС есть Донча в сам- жизни мне никто ничего такого не сказал, кто разбирается Ага. в фильмах, в кино, в образах, в персонажах. Такого у него классно сел, вообще парень классный, потому что он такой и должен был быть там. МС Донча, если вы смотрите этот проект, вы классный. Это отзывы Джаниша Майера. Я ему самому говорил тоже это. Зачем в 1812 году сожгли Москву? Ну, тогда, по-моему, была война между французами, если я не ошибаюсь, русско-французская война. Тогда? Война была. Между кем? Франция, Россия. Не помню. Зачем в 1812 году сожгли Москву? Это нападение французов же было. Москву? Да. Я не знаю. Кутузов отдал таким путем практически уже изнеможенных французов, чтобы они там уже, ну как бы грубо говоря, без ничего оставшиеся, слабые, истощенные, попались на обратном пути России. Кто такая Мона Лиза? Мона Лиза, ну, то есть есть такая картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза», вот, и как бы, ну, я точно не знаю, кем она была, то ли графиней какой-то, ну, в смысле, это искусство, произведение искусства. Мона Лиза это... Блин, сори, забыла. Картина называется «Мона Лиза». А кто написал эту картину? Леонардо да Винчи. Мона Лиза — это картинка. А помните, кто ее написал? Что я забыла? Леонардо Да Винчи, да Винчи. На картинке? Леонардо да Винчи. Хорошо. Кто такая Мона Лиза? Мона Лиза это портрет, да, девушки. Ну вот Леонардо да Винчи. Отлично. Мона Лиза — это величайшее творение Леонардо да Винчи, которое олицетворяет в себе идеальную симметрию женщины. И ходят слухи, что Мона Лиза, засмотревшись в ее глаза, можно понять суть этой женщины. Вы знаете, что такое оксимирон? Да, это рэпер. Хорошо. А вы что думаете? Рэпер. Рэпер, да, русский? Оксимирон рэпер? Оксимирон, да, рэпер? Это рэпер. Рэпер, что ли? Оксимирон — это рэпер, современный российский рэп-исполнитель, можно сказать. Оксимирон — это рэпер, но это идет от слова оксюмарон, то есть невозможное. Вот так вот. Надеюсь, вам очень понравился наш сегодняшний выпуск. А теперь ты попрощайся с нашими гостями и попробуй не говорить букву А.
До свидания. До свидания. До свидания. Все. Все, пожалуйста, не бей, пожалуйста. Но и кое-что интересное. Вкусненькое. Коза, слушай, иди сюда. Скажите, пожалуйста, правила. Да ты сейчас я тебе расскажу. Тебя же не касается. А, да? Да. Ну, все. Районский бутончик. Все, извините. Поехали. Все, извини, я просто... А также вот это хочу добавить. Ты уже говоришь это, все, давай, все.